Башкортостан в числе ведущих регионов страны в плане работы с талантливыми детьми. Высокую оценку образовательной системе республики дала руководитель федерального образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. В ходе рабочего визита по Уфе посетила школы, лицеи и пообщалась с учениками. В некоторых классах занятия, несмотря на каникулы, все еще продолжаются. Подробнее расскажет Артур Шамсудинов. Вот что значит непрерывный образовательный процесс. Даже на каникулах дети продолжают учиться в так называемом предуниверсарии. Их класс закреплен за нефтяным университетом. Периодически занятия для детей проводят преподаватели вуза по профильным направлениям. Сегодня школьники презентовали свои проекты директору образовательного центра «Сириус» Елене Шмелевой. Должны быть учить об различных авариях, об различных возможных происшествиях. Также можно самому совершить вызов оператору или сообщить в аварии через почту. А вот десятиклассник Иван Киселев сконструировал специальный скребок для очистки скважин. В профильном классе начались занятия по субботам, и там был раздел добычи нефтяной и газовой промышленности. Стало интересно, а как вообще, что происходит при добыче. И вот выяснил, оказывается, что происходит закупоривание насосо-компрессорных труб самих вот этих. И стало интересно вообще, как происходит очистка и как все это производится дело. Только при тесном взаимодействии школы и вуза можно вырастить из детей хороших специалистов. В лабораториях технопарка УГНТУ работа по профориентации будущих студентов идет вовсю. Впрочем, не только для нефтянки готовятся кадры. С прошлого года, например, в Башкирской республиканской гимназии заработал первый медицинский предуниверсарий. Какие-то направления, объемы, блоки знаний они уже получают, что легче им адаптироваться при получении высшего образования. Раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка талантливых детей – один из девизов образовательного центра «Сириус». Организация сотрудничает в том числе и с Башкортостаном. И, по словам Елены Шмелевой, республика занимает одно из ведущих мест по работе с одаренными детьми. Мы видим педагогов регулярно и на программах повышения квалификации в «Сириусе», и их выпускников, которые приезжают на нашу программу, или их учеников. Талантлив каждый, в зависимости от наших усилий, он может себя проявить на каждом уровне образования. Сегодня это был основной фокус. В республике по модели федерального «Сириуса» работает Центр развития талантов «Аврора». За 2 года он сумел подготовить с десяток победителей всероссийских олимпиад. Все благодаря хорошей оснащенности и высококвалифицированным специалистам. У республики накоплен богатейший опыт именно в создании инфраструктуры и подготовки кадров для разных уровней образования. То есть мы начинали смотреть профильное образование, начиная с детского сада, смотрели наши специализированные школы, и вот сейчас мы смотрим вузы. Наша поддержка сегодня в части методической, наверное, сопровождения со стороны «Сириуса» это было бы очень важно. В ходе визита внимание уделили и проблемным вопросам. К примеру, Елена Шмелева поддержала идею субсидирования школ в малых городах. Она также заявила о необходимости расширения программ повышения квалификации педагогов и не исключила, что в регионах могут быть созданы экспериментальные площадки по подготовке учителей с учетом новых стандартов. Артур Шамсудинов и Наиль Гайнуллин. Новости Уфа.